эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Закон об удаленной работе подписал Владимир Путин. Что изменится и когда вступит в силу документ. Получить качественную медпомощь теперь смогут жители Алекминского района. В центральной больнице установили новое оборудование. Больше никаких выездных приемов. В Алдане откроется филиал Республиканской офтальмологической больницы. Проблемы и перспективы авиационной отрасли Якутии. Эти вопросы глава региона Айсен Николаев обсудил с руководителями авиакомпаний «Якутия» и «Полярные авиалинии», а также с руководством аэропорта Якутск. Руководитель региона отметил, что в этом году в связи с пандемией авиационная отрасль претерпела колоссальные убытки. Но, несмотря на это, авиакомпания «Полярные авиалинии» завершила год с неплохими финансово-экономическими результатами. Кроме итогов года, на совещании обсудили проблемные моменты в отрасли, которые не связаны с пандемией коронавируса, а также пути их решения. Вопросы коснулись и аэропорта Якутск. В частности, говорили о дальнейшем обустройстве этого предприятия. Закон об особенностях дистанционной работы подписал президент России Владимир Путин. Документ вступит в силу 1 января следующего года. Так, постоянному дистанционному работнику отпуск предоставляется так же, как и любому работнику, то есть не менее 28 календарных дней ежегодно. Если работник временно переводится на дистанционку и задачи, стоящие перед ним, остаются теми же, то заработная плата ему не может быть понижена. Если человек постоянно или временно работает на дистанционной основе, то работодатель должен предоставить все необходимое для выполнения обязанностей. Ну а если удаленный работник не выходит на связь с работодателем без уважительных причин в течение 2 рабочих дней, то это может стать основанием для увольнения. В декабре зрители вновь смогут посмотреть любимые спектакли, новогодние представления театров в Якутии. По требованию Роспотребнадзора в учреждениях установлены бесконтактные дезинфекторы для рук, есть приборы для измерения температуры, одноразовые маски и перчатки. Билеты можно приобрести бесконтактным способом. Рециркуляторы установлены как в фойе, так и в зрительных залах. Театрально-зрелищные учреждения полностью готовы ко встрече со зрителями. К работе уже приступил театр кукол в Нерюнгри и театр эстрады в Якутске. А 18 декабря состоится премьера в Театре коренных малочисленных народов Севера. 24 декабря двери открывает Саха-театр, а Русский драматический театр начнет работать с 25 декабря. Первое представление мы ожидаем, что пройдут 18 декабря. 18, 23, 25 наши театры откроют наши двери, свои двери. Хотел бы обратиться к зрителям. Приходите, поверьте в нас, поддержите работу наших театров, которые максимально обеспечат безопасность вашего пребывания в нашем учреждении. Вакцинация против гриппа продолжается в Якутии. Прививочная кампания стартовала в конце августа и завершится в середине декабря. В республику поступило 583 тысячи доз вакцин Совигрипп и Ультрикс Квадри. Эти вакцины инактивированные, то есть в них отсутствуют живые вирусы. Прививками должны охватить не менее 60% населения региона. В первую очередь вакцинируют группы риска. Это маленькие дети, школьники, студенты, пожилые граждане, работники здравоохранения и культуры. Прививки можно получить бесплатно в лечебных учреждениях муниципальных образований. В Якутске в поликлинике номер 1 прививочный кабинет открыт для всех жителей столицы. Вакцинацию против гриппа запланировано завершить до 15 декабря текущего года. Вакцинация во всех муниципальных организациях, созданы дополнительные бригады для проведения вакцинации на предприятиях и учреждениях республики. На сегодняшний день провакцинировано 83% от запланированного населения. В Алекминской центральной районной больнице сделали ремонт и установили новое медоборудование. Благотворительную помощь оказала компания «Транснефть Восток». Теперь местные жители, не выезжая за пределы района, смогут получить широкий спектр современных услуг. Елена Фаст с подробностями. Операционные Алекминской больницы. Сейчас здесь готовятся к сложной операции. Команда готова. Буквально несколько минут врач готов выделить нам. Он с гордостью показывает новое оборудование. Да, с помощью него мы видим костные отломки
выполняем их в закрытую репозицию и при необходимости фиксируем эти отломки закрыто или через кожно с помощью металлоконструкций разного характера. Это невозможно было раньше, да? Раньше это выполнялось бы путем открытого доступа, то есть непосредственно должен был быть разрез. Новые технологии позволят медикам проводить сложнейшие операции и манипуляции на месте, не отправляя пациентов в республиканский центр. Суточное мониторирование, да, аппарат Холтер, он на следующий год у нас запланировано открытие кардиологического отделения. И раньше, если наши пациенты ездили в Якутск, чтобы пройти это обследование, да, это для постановки диагноза, для повышения качества неотложной помощи, то эта возможность теперь появится у нас здесь, у самих, не выезжая в город Якутск. Благотворительную помощь больнице оказала работающая в регионе компания «Транснефть Восток». В списке оборудования аппараты ИВЛ, концентратор кислорода, комплекс суточного мониторирования, эндоскопическая стойка, установка для обеззараживания медицинских отходов. Очень важное для нас, для работы с медицинскими отходами, потому что на сегодняшний день очень жесткие требования по обороту, по обращению с медицинскими отходами. Это оборудование Балтнер 50, утилизатор медицинских отходов, состоит из двух модулей. В первом модуле происходит обеззараживание медицинских отходов, и во втором модуле обезвреживание. Обезвреживание, то есть пресс видоизменяет отходы, что на сегодня очень важно. Благодаря содействию нефтепроводчиков в больнице также проведен ремонт, обновлены кабинеты, регистратура. Общая сумма спонсорской помощи, выделенная компанией, составила более 30 миллионов рублей. Сумма помощи Алекминск ЦРБ в 2020 году более 30 миллионов рублей. Проект реализован в рамках корпоративно-благотворительной программы развития социальной инфраструктуры дальнего региона, дальневосточного региона ПАО «Транснефть» на 2020-2022 годы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Алдане откроется филиал Республиканской офтальмологической больницы. Работа по организации службы начнется и уже в следующем году. Пока же врача-окулиста в районной ЦРБ нет, выездные приемы проводят врачи из Якутска. Так, сегодня специалисты проводят операции по удалению катаракты. С врачами и пациентами пообщалась Татьяна Вахнина. В кабинете врача Надежда Новикова сосредоточенно отвечает на вопросы. Анализы сданы, обследование пройдено. Осталось обсудить некоторые организационные моменты. Затем Надежда Федоровна отправится в стационар, где ей будет произведена операция. У меня в феврале месяце эти же врачи прооперировали очень хорошо. Сейчас второй год буду оперировать. Пациентов, направленных на операции по удалению катаракты, офтальмологи республиканской больницы осматривали в городской поликлинике. Операции начались сегодня. Врачи планируют провести порядка 40 вмешательств. В условиях пандемии процесс сопряжен с множеством сложностей. Мы исследовали именно кандидатов на операцию на ПЦР-исследование, да, на наличие ковидной инфекции. Практически ежедневно за ними наблюдали. И, соответственно, для того, чтобы сузить круг контактов, мы обеспечили именно транспортировку, да, пациентов до места операции. Между Алданской ЦРБ и Республиканской офтальмологической больницей налажено плодотворное сотрудничество. В этом году специалисты приезжают в Алдан во второй раз. Отбор пациентов на операции, а также первичная подготовка к вмешательствам была проведена предварительно. До этого была командирована наш доктор. Она выехала 23 ноября, подготовила нам больных для оперативного лечения. Больные сейчас будут все осматриваться, подготовленные 38 человек. Вопрос с оказанием офтальмологической помощи в Алдане стоит остро. Врача-окулиста в больнице нет. Помощь оказывает фельдшер. В сложных случаях пациенты направляются в город Якутск. Между тем, глазные болезни, особенно в зрелом возрасте, не редкость. Обязательно нужен офтальмолог здесь, чтобы нам не мучиться, не ездить по Якутску или еще где-то там. Тут пришел и сразу раз и к офтальмологу, врачу. Ожидается, что вскоре офтальмологическая помощь будет оказываться алданцам постоянно. Работа по организации службы начнется в следующем году. Министерством здравоохранения Республики Саха-Якутия издан приказ об открытии на территории Алданского района
филиала Якутской республиканской офтальмологической больницы. Это, конечно же, расширит возможности офтальмологической помощи на территории района, повысится доступность и качество оказания медицинской помощи по профилю офтальмология. Удаление катаракты производится посредством ультразвука. Процесс занимает не более получаса. Затем люди будут доставлены домой. В послеоперационном периоде наблюдать пациентов будет врач-окулист республиканской больницы. Татьяна Вахнина, Алдан. Внесены поправки в закон о дальневосточном гектаре. Теперь можно оформить в собственность земельный участок досрочно тем гражданам, которые строят жилой дом по дальневосточной ипотеке. А сама земля может стать залогом по ипотеке. Как реализуется в Якутии программа «Дальневосточный гектар», узнавала Юлия Михайлова. За 5 лет действия программы «Дальневосточный гектар» в Якутии оформили земельные участки бесплатно 24,5 тысячи граждан. Больше половины выбрали сельское хозяйство. 22% участников программы строят дома. Много и таких, кто развивает туризм. Мария с помощью гектара воплотила мечту о родовой усадьбе. Летом этого года была проведена очень большая работа по электрификации всего нашего нового поселения. Ну и мы надеемся, что в будущем будут созданы здесь все условия для комфортной жизни. Дом Марии находится вблизи села Партизан. Это одна из 4 агломераций, где одновременно осваивают более 20 участков. И в таком случае с инфраструктурой помогает государство. Дороги, электросети строят еще в небольших поселениях Амгинского, Мегино-Кангаласского и Нюрбинского районов. На очереди другие подобные территории. Во вторую очередь агломерация у нас стоит агломерация Хаптагайская, Тяхтюрская агломерация, также в селе Кептяне Усть-Алданского района. Вот эти агломерации пока еще, конечно же, средства точно не заложены, но планируется. Семья Марии в числе тех, кто определился с использованием гектаров. Таких семей всего 1038. Все они и еще другие должны уже предоставить декларацию об использовании бесплатных земельных участков. Пока отчитались чуть больше 600 участников программы. По итогам 2017 года нужно подать декларацию 5335 граждан. Бесплатно взять землю можно будет до 2034 года. По последним поправкам в закон о дальневосточном гектаре земельный участок, где построен дом, можно оформить в собственность досрочно. А участники дальневосточной ипотеки теперь могут в залог отдать землю, полученную по программе «Дальневосточный гектар». Предусмотрено, что те, кто будет получать кредитный продукт «Дальневосточная ипотека», они смогут сдать этот земельный участок в залог. Соответственно, это можно будет сделать только после того, как приобретут собственные земельные участки. Юлия Михайлова, Павел Пахомов, Якутск. К этой минуте у меня пока вся информация. Берегите себя, носите маски, дезинфицируйте руки, соблюдайте дистанцию. Оставайтесь с нами.